зачем к тебе этот пришел? Абзал. Что ты тут делаешь? Я пришел, потому что мне нужен твой проект. Я хочу купить его у тебя. Назови любую сумму. Любую сумму, говоришь? В пределах разумного, конечно, Ерлан. Ты решил, что я соглашусь? А разве нет? Ведь деньги всем нужны. Хочешь, чтобы твой проект до конца жизни в столе провалялся? А, Ерлан? Мой дворец должен парить в пространстве. Намат-палас, дворец кочевников и в ящике стола. А ведь так и будет, если ни на что не решишься. Пошел вон. Я-то пойду, но ты мне его принесешь. Сам принесешь. Жаз қаладан басталады махаббаттың асқақ әні, лапылдаған жүрекке әлде серік керек пе? Қалай сені кезіктірдім, бақытымды сезіп тұрмын. Астанамның ән жары, ғашықтардың тағдыры. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалыптасын, бақытыңа жолығасың. Астанам, шаттығым менің арайлы, шуағың жаныма нұр болып тарайды. Көктемнің жабылып жасыл желегін, өткен күн сағынып бізге қарайды. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалықтасын, бақытыңа жолығасың. Самалымен сарыарқаның атқан сайын арай таңым, сенің нұрлы жүзіңнен бір жылылық сезінген. Қандай әсем осы кезең, толқығандай есілі сен. Таң атқанда арайлап, оянамын сен ойлап. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалықтасын, бақытыңа жолығасың. Лаура, ты? Мы же договорились встретиться вечером в ресторане. Я не приду вечером, Алибек. Я хотела сказать, что все кончено. Твой отец ни за что не согласится с этим.
Kızının Он kendisine не uzak захочет, olmasını чтобы его дочь istemeyecek. была вдали от него. Her şey senin için. Он все делает ради тебя. Seni geri И döndürmek он сделает elinden все, gelen чтобы her şeyi вернуть yapacaktır. тебя обратно. Bunu biliyorsun değil mi? Ты ведь знаешь об этом? Ama kabul Но он etmek вынужден zorunda. согласиться. Ben Я istediğim вернусь zaman тогда, döneceğim. когда сама этого захочу. İnci. Peki biz ne Инжу, а yapacağız? что будет с нами? Kemal. Кемаль, Nasıl anladın? даже не знаю, как тебе объяснить. Tamam. Ладно, Seni я anlıyorum. понимаю тебя. Yeni bir Ты şeyler хочешь istiyorsun. чего-то Yeni нового, insanlar. новое окружение, Yani yeni bir yaşam. новую жизнь. Ve bunların И hepsinde хочешь, чтобы yeni все bir это şehirde было в olacağını новом düşünüyorsun. городе, не так Öyle ли? değil mi? Ben bunları Beyruz Bey'e Я могу söyleyeyim. обо всем рассказать Бехрузбею. Ama istiyorsan ilk önce Но sen если de. хочешь, Neydi o? сначала попробуй сама. Skype'tan. Поговори konuş по istersen. скайпу. Yok hayır. Нет-нет, Bence bunu sen по-моему, daha у iyi тебя yaparsın. получится куда лучше. Döndüğünde Как вернешься babamla туда, bunları расскажи işte отцу aynen все как böyle есть, ладно? İnci, Инжу, ben sensiz я geri без тебя не dönmeyeceğim. вернусь. Madem sen Раз buradasın, ты здесь, ben de burada kalacağım. я тоже останусь. Айгуль! Извини, Эльвира. Да, я сейчас. Понимаешь, я просто привыкла, что когда Лебека нет, я работаю над книгой. А последнее время его часто не бывает дома. Часто и подолгу. Просто мне иногда кажется, что ты как будто прячешься от чего-то. Это так заметно. Что случилось, Айгуль? Ну, не хочешь говорить, не говори. Лебек подарил на день рождения. Правда, не он выбирал, секретарша. А вот раньше, когда мы с ним познакомились, он мне всегда полевые цветы дарил. Только полевые. А вот теперь эти нарисованные. Это так на него не похоже, да? Ну... Понимаешь, Айгуль, людям свойственно меняться. Особенно мужчины. Да. Когда у них появляется другая женщина. Айдар. Она у него так в телефоне записана. А как на самом деле? Да. Наверное, ты права. Я действительно хочу убежать от себя, от своих мыслей. Знаешь, я когда эту книгу про Астану начинала писать, я ведь ее как признание в любви Алибеку начинала. Ну, а теперь это будет мой ему прощальный подарок. Ты шутишь? Нет, совсем наоборот. Я твердо решила. Вот дождусь его и все ему скажу.
И что ты здесь будешь делать? Ne fark eder Не ki? все ли равно? Hiçbir önemi yok. Это не важно. İnşaat işine gir. Буду заниматься строительным бизнесом. Birkaç proje В Астане есть несколько интересных проектов. var. Asıl önemli Но olan главное, seni я seveceğim. буду любить тебя. Hep destekleyeceğim. Постоянно буду поддерживать. Her zaman yanında Всегда olacağım. буду рядом. İnce, Инжу, ayrılmayalım. не будем расставаться. Hem yabancı bir По-твоему, şehirde разве beraber плохо быть olmak sence de вместе daha в iyi чужом mi? городе? Galiba Кажется, ты прав. Yani bu Это evet mi значит, demek ты oluyor? согласна? tamam. Хорошо, можешь оставаться. Kemal. Кемаль, Kalıyorum. я опаздываю. Arkadaşımla Я должна konuşacağım. встретиться Burada с Astana'da подругой. yaşıyor. Londra'da Мы beraber вместе учились в Англии. Sana Я bahsetmiştim. рассказывала тебе о ней. Adı Marjan. Ее зовут Маржан. Hatırladın mı? Вспомнил? İnce. Инжу, Она вышла из отеля «Риксос». Меня на центр подкинешь, братишка? Поехали. Ну, поехали, архитектор. Байсал. Давно вышел? Недавно. Чем занимаешься? Работаю. Так скоро работу нашел? А чё без дела болтаться? Волка ноги кормят. Ты, я вон вижу, тоже работаешь. Архитектор. Закурить можно? Кури. Пойдешь ко мне работать? Нет. Так сразу и нет. Что, деньги не нужны? Очень нужны. Не знаешь, у кого можно одолжить? А тебе много нужно, архитектор? 20 000 долларов. На операцию. Такой молодой и болеешь. Ай-яй-яй. Мам, ты дома? Наконец-то. Весь день вчера тебя прождала. Ну зачем столько накупил? Мам, тяжелые, куда тащишь? Я суп сварила. Решила тебя подождать. Не люблю есть одна. Целыми днями одна. Мам, я не голодный. А из материнских рук еда особая. Сделаешь для меня кое-что? Одолжу. Что? Кое-что. Перевезешь одного человека из Астаны. Из Астаны в другой город. Втихаря. За одну ночь. Воры-рецидивисты? Ну как,
Согласен? Возил ты когда-нибудь таких девушек? За 20 тысяч. Не возил. И не повезу. Мутный ты архитектор. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, на что-то не видно тебя давно. А я на работу устроилась. Вон как. Ну, потом как-нибудь расскажешь, хорошо? Вы дочка тети Уле? Дина. Точно. Дина. Надо же, не узнал. Я тогда еще в школе училась, в 8 классе. А сейчас? А сейчас работаю. А сколько тебе лет? 18. Я учусь и работаю. Понятно. Передавай привет, тетя Уле. Передам. Да, Абзал. А вы почти не изменились. И, кстати, вы теперь здесь жить будете? Нет. У меня в центре квартира. Маржан, какая ты красивая! Инжу, как хорошо, что ты приехала! Я так рада! Я здесь, в Астане, не могу поверить в это! А как же теперь твоя свадьба? Твой жених? Кемаль тоже здесь сейчас. Правда? Не может быть. Только у тебя, Инжу, могло такое получиться. О, наконец-то я смогу познакомить вас. Ну, а ты чем занимаешься? Расскажи немного. У меня Абзал. Маржан, ты что, влюбилась? Да пока не разобралась. Что-то вроде того. Он симпатичный? Очень. И очень талантливый. И кто же твой избранник? Он архитектор. Недавно из Америки вернулся. Учился там. Мой отец возлагает на него большие надежды. А ты что о нем думаешь? Я тоже. Может, по мороженому? А кто клиент? Отец очень серьезный человек. Из Анкары. Его дочь сбежала. Отец желает вернуть ее. За любые деньги. План до смешного прост. Бережно доставить автомобилем в аэропорт Алматы и передать мне из рук в руки. Аэропорт не проблема. Конечный пункт – пункт Б, аэропорт. А вот пункт А – с этим нужно определиться. И в самое ближайшее время. Улица, гостиничный номер, ресторан. Задаток? Вот. Айгуль, ты не спишь? Как видишь. Все в порядке? Да,
То есть нет. А что случилось? А ничего не случилось. Нам просто нужно с тобой серьезно поговорить. Мне тоже. Ты помнишь ту рыжую цветочницу? 20 лет назад. Помню. Я все помню, Алибек. Мы гуляли с тобой по улице и встретили ее прямо на углу. С цветами прямо в ведре. И она как закричала: «Молодой человек, купите жене цветы!» Ты тогда очень растерялся. Сегодня еду мимо того места. Случайно увидел из окна машины. Даже притормозил. Вернулся. Ты себе не представляешь, Айгуль. Цветы такие же, как тогда. А может, это ее дочь? Рыжая, с таким же ведром. Наше первое свидание. А ты ее тогда переспросил? Какой такой Женя? Любимый, сказала она. О чем ты хотела поговорить? Ни о чем. Потом, Алибек. Не надо девку везти в аэропорт. Я тебе отвечаю, Байсал. Правильно он говорит. Байсал, я его поддерживаю. Похищаем, прячем. Требуем выкуп. И мы в шоколаде. А турка кидаем. Я что, похож на лоха? Думаете, я за это не кумекал? Сначала разузнаем, что за папаша. Не настучал бы по башкам за место денег. Понятно? Не приедет Ирлан. Вот еще. Не выдумывай, Мариам. Как это не приедет? Быть такого не может. Вот, что я тебе говорила. А то заладила, не придет, не придет. Говорит, Ерлан забыл всех. Только девушку с телевидения не забыл. Здравствуйте, Лаура. Здравствуйте. Привет, Рита. Как ты себя чувствуешь, мам? Лучше? Уже получше. Кажется. Доктор говорит, что... Хватит, Рита. Не верю я больше докторам. Я домой хочу, Ирлан. Забери меня домой, сынок. Конечно, мам. Как тебя выпишут, так и поедем домой. Угу. Все хорошо, все будет хорошо. Я ведь рядом с тобой, да? Ерлан, я могу помочь
помочь тебе. Хочешь, я найду деньги на операцию? Не надо. Я сам найду. Понимаешь, мне это проще сделать. Но я это должен сделать сам, Лаура. Пойдем. Какими судьбами, архитектор? Сыграешь со мной? Да нет, я не игрок, Байсал. Да? А кто ты? Таксист? Архитектор? Я согласен, Байсал. Сыграть? На твое предложение. Перевести девушку. Вот это я понимаю. А вот теперь и поговорим. Я звоню тебе второй день подряд. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Прости, Маржан. Мне не до того было. Я был занят. Не до того? Значит, не до меня. Тогда уходи, чего пришел? Я пришел к твоему отцу. По делу. Чего ты не можешь понять? Хорошо, Абзал. Скажи, чего ты хочешь? В каком смысле? Ну, вообще, в жизни. Ты так сильно хочешь работать на моего отца, да? Почему? Странный вопрос. Я для этого 5 лет учился. Для меня это реальный шанс выкарабкаться, ну, изменить все в моей жизни. Маржан, ты не понимаешь. Потому что вот все это тебя окружает с самого рождения. А я должен всего добиться сам. Я это сделаю. Вот увидишь, я смогу. А еще? Что еще? Ну, вот ты изменишь свою жизнь, добьешься всего, чего хочешь. Я знаю, ты талантливый, очень. И целеустремленный. И папа так говорит. А я? А как же я, Абзал? Ну, это же все и ради тебя, Маржан. Ради меня? Ну, конечно, детка. Ну, как ты могла сомневаться? Хочешь, чтобы я тебе так сразу и поверила? Ты только что сам сказал, что пришел сюда не ко мне, а к моему отцу и по делу. Не уходи, Маржан. Отец вернется поздно. Они с мамой ушли в театр. Ты будешь его ждать? Хорошо. Ерлан, это кто такой вообще? Байсал,
Я тебя не узнаю. Может, он левый, чувак, этот Ерлан? Зачем ты его подтянул? А турк отбрыкались. Не, какой-то левый архитектор возить нас будет. Что за дела, не понимаю. Зачем он нам вообще? А если спалимся? Об этом вы думали? Мы на архитекторов всех собак и повесим. Понятно? Если понятно, отдыхаем дальше. Огонь. Огонь. Мне на смешно. Ой. Алибек, у нас гости? Добрый вечер, Айгуль. Добрый вечер. Здравствуйте, Альбека. Давно вас жду. Разве мы договаривались? Нет, но у меня к вам срочный разговор по очень важному делу. Нет. Никаких важных разговоров на сегодня. Только неважные и приятные. Завтра приходи, Абзал. С утра пораньше. Извини. До свидания. Спокойной ночи, молодой человек. Завтра в офисе? Угу. Устала? Выпьем вина? С удовольствием. Хорошо. Звонит телефон, Алибек. Наконец-то нас оставили вдвоем. Что случилось? Ничего, все как всегда, Алибек. Тебе звонили. Кто? Какой-то Айдар. Прости. Позвоню. Алло? Да? Я скоро буду. Прости, Айгуль. Я должен срочно ехать. По работе.
Nedense başım dönüyor. Почему-то у меня кружится голова. Burası çok havasız. Здесь так душно. Hemen Я geliyorum. сейчас. Yardım edeyim mi? Тебе помочь? Нет, спасибо, не нужно. Быстрее. Быстрее. Не могу. Машина греется. Да гонит он, Байсал. Газуй, архитектор. А то бабла тебе не видать. 20 тысяч долларов. Ништяк, брат. Да и так жму. Что за... А ты куда, архитектор? Что-то стрёмно, брат. Не двигаться! Не двигаться! Здравствуй, Лаура. Рад, что ты позвонила. Давно не виделись. Да, я хотела тебя видеть, Алибек. Ты стала еще красивее. Ты прав. Быть красивой — это моя профессия. Можно я поцелую тебе руку? Руку? Можно. Звучит так заманчиво. Алибек. Дело в том, что я хотела тебя кое о чем попросить. Я же никогда ни о чем тебя не просила. Правда? Правда? Обещаешь выполнить мою просьбу? Так просят дети, Лаура. Знаешь? Нет, не знаю. У меня нет детей. Чего же ты хочешь, моя красавица? Мне нужны деньги. Ну, всего доброго. Спасибо за помощь в операции. Это вам спасибо, что успели. Работа у нас такая, а ты молодец. У меня к вам одна просьба. Пусть девушка не знает, что я участвовал в задержании. Почему? Просто не хочу. Скажи честно, девчонка тебе приглянулась? Хороша она. Настоящая принцесса. Хорошо? Не хочешь, как хочешь? Давай.
комплект? Да, можешь не сомневаться. Верю, верю. Ерлан, очень ты меня выручил. Друг. Пересчитай. Давай, давай, пересчитывай. Денежки счет придут. Чтобы без всяких. Потом. Айгуль? Алибек, ты вернулся? Хорошо. А я вот ухожу. Ухожу от тебя. Я долго терпела твою ложь. Но больше не могу. Кемаль. Кемаль. Спасибо тебе. За что? За то, что спас меня. Доброе утро. Доброе. Это что? Деньги на операцию моей маме. Мне сказали, что столько стоит операция. Вы, конечно, решили, что все вот эти деньги должен забрать я в свой личный карман. Прекрасно. Фамилия. Молодой человек, фамилия, я спросил. Алиханов. Да не ваша фамилия, а ваша фамилия, если она с матерью у вас одинаковая? Да. Алло, Алия, пожалуйста, посмотри в платежных документах на хозрасчетных пациентов. Да, экстренное оперативное вмешательство. Алиханова. Когда поступили? Сегодня утром? Спасибо. Итак, молодой человек, все необходимые расходы на операцию уже оплачены в надлежащей законной форме. Поэтому потрудитесь, пожалуйста, объяснить вот это свое поведение. Оплачены? А кто? Заура, фамилию я не запомнил. Не знаю и знать не хочу.
Что это? Деньги на операцию. Я же просил тебя не вмешиваться. А ты сделала по-своему. И вот я тебе возвращаю долг. Перестань, Ирлан. Тебе не нужно ничего возвращать. Нам нужны были деньги. Я попросила, мне их дали, вот и все. Вот и все. Попросила и все. У кого? У друга. Что за друг, Лаура? Тебе не обязательно знать. Я же не пытаю тебя, где ты взял деньги. Такие деньги. Я продал свой проект Абзалу для Бектасова. Хорошо. Я скажу. Но тебе это вряд ли понравится. Скажи. Это Алибек Бектасов. Но я ничего возвращать ему не буду. Потому что для него эти деньги – пыль. Пыль, понимаешь? Для меня не пыль, Лаура. Я сам их верну Бектасову. Ирма. Алибек не знает, что я эти деньги для тебя брала. Слышу длинные гудки, молю тебя я подойти. Я хочу тебе сказать, как хочу тебя обнять. В руках держу один билет, роднее рейса в мире нет. Я спешу к тебе опять, я хочу тебя обнять. Снова дожди в городе нашем, снова я жду встречи нашей. Ты летишь ко мне, ты знай, и я спешу к тебе. Астана, город, где живет моя любовь. Астана, город всех надежд и моих грез. Астана, сбереги мою любовь, прошу. Астана, я ее люблю, ее люблю. Снова дожди в городе нашем, снова я жду встречи нашей. Ты летишь ко мне, ты знай, я спешу к тебе. Я от тебя сейчас вдали, я столько дней провел в пути, но вернусь всегда к тебе, в город чудный на реке. В руках держу один билет, роднее рейса в мире нет. Я спешу к тебе опять, как хочу тебя обнять. Снова дожди в городе нашем, снова я жду встречи нашей. Ты летишь ко мне, ты знай, я спешу к тебе.
городе нашем снова я жду встречи нашей. Ты летишь ко мне, ты знаешь, я спешу.